На самом деле, если так вот объективно говорить, киргизы должны были давно исчезнуть. После всех завоеваний, всех там вот катаклизмов, которые были, но они выжили. Здесь зарождается каганат. Римская империя, которая хорошо всем известна, на пике своего могущества у них была площадь 5,2 миллиона квадратных километров. Империя Александра Македонского, его площадь была 5 миллионов. У киргизов территорию, которую они контролировали, государственная каганата была на миллион больше. А какая у нас в общем государственность? 387 лет. Это на сколько раз больше, чем... Это гораздо больше. Ни одно государство не имело такой независимости. Великая Золотая Орда, которая там Амнар, 190 лет. Мы имеем основание назвать Великий Кыргызский каганат. Абсолютно. Просто невозможно же настолько большую историю просто не заметить. По моему глубокому убеждению, что народ с такой богатой и великой историей просто обречен иметь прекрасное будущее. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала. Добро пожаловать на новый выпуск. Сегодняшняя тема подкаста — это история. История сибирских кыргызов, то есть та история, которая была до нас. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Казадой. Он является доктором исторических наук и автором книги «Цивилизация сибирских кыргызов», которая недавно вышла на свет. Я вот побывал на презентации, вы могли увидеть у меня в Инстаграме, и мне книга очень сильно понравилась. Сегодня вот попытаемся углубиться в историю, хотя я не эксперт. Будет очень много глубоких вопросов. Экспертов и так хватает. И Виктор Иванович очень хорошо шутит, мне это еще на презентации заметили. Так, давайте приступим. У меня просто такой принцип: к делу относиться серьезно, а к себе относиться с юмором. А возможно, даже с иронией. Но это хорошо, у нас выпуски всегда позитивные, поэтому и плюс молодежь смотрит, и... Тем более. Тем более, да. И вообще, да, хочу с самого начала к истокам. Как так вообще получилось, что вы начали изучать историю сибирских кыргызов? У меня не было никогда цели изучать историю ни сибирских киргизов, ни киргизов вообще. Что касается Киргизстана, тем более. Просто это было вне сферы моих интересов всегда, как бы. В Киргизстане до осени 22 года у меня здесь не было ни друзей, ни знакомых. Я здесь ни разу не был. Это вообще другой край для меня был, как бы. А получилось все таким образом, что в 2020 году я начал заниматься историей Сибири. Хотел написать книгу по такой в научно-популярном жанре для молодежи, для, people молодежной, без всяких там заумностей, таких наукообразности, да. Просто, вот, да, без сложной терминологии. Просто простой, как такой повествовательный рассказ, интересный. Показать, что Сибирь — это очень такой большой, интересный исторический край, где зарождалось, происходило очень много событий мирового уровня, потому что у нас воспитание какое было, образование европоцентристское, что якобы все самое важное, самое такое интересное, все было в Европе, даже не столько в Европе, как Западная Европа. И на самом деле это далеко не так. Долгие годы, века, самое интересное, самое важное все происходило в Азии, на Востоке и, в частности, в Сибири. И вот эта тема меня сильно, так сказать, возбудила. И я начал заниматься. И надо было составить некую историю, хронологию событий. И я начал, что касается письменных источников, потому что научно-популярно — это способ донесения такой популярный. А в основе стиль подачи, да? Да, стиль подачи. А в основе все равно лежат научные данные. Не мифология, не там придумки, а именно научные данные. Потому что я все-таки ученый и этому следую. И я начал с конца III века до новой эры, в тот период, когда появились империя хунов, которая завоевывала целый ряд народов в Сибири. И дальше там я определил первую книгу как «История до XIII века. Начало походов Чингисхана». Вот такой громадный такой период, домонгольский период, так скажем, от хунов до монголов. И, значит, я там выстраиваю хронологию, значит, у меня там хунна, Сяньби, Жужжане, потом
тюрки, древние тюрки, уйгуры, киргизы, значит, кидане, до монголов. Наши, мои предшественники, ученые, крупные, менее крупные, вообще мелкие, они, значит, там писали, и складывалось такое впечатление про Сибирь, что, во-первых, как бы еще с XVIII века был такой ученый, историк Миллер. Он свою книгу там сделал «История Сибири», и там писал, что вот Сибирь — земля не историческая, что ничего там такого не было, как бы медведи только, То есть там не олени. жили люди, там это просто... Так, какие-то мелкие люди ходили, непонятно чего. Но истории не было. Как таковой, вот истории, в таком европейском понимании, как бы ее не было. Я с этим был не согласен, и мне хотелось вот показать, что да, все это было, поэтому я углубился в изучение монографий, научных работ, начал выстраивать. Другая линия, о которой говорили, вот она одна из таких возобладающих, так сказать, концепций до сих пор, что Сибирь-то это громадная степь, там великая степь, менее великая. Все население, которое было, это все кочевники, и все говорили на одном языке, были все тюркоязычные. Вот такая позиция. Я выстраиваю эту линию, значит, у меня хунны там победили, Мадея там такое все, потом жижане пришли, потом сначала Синьби, потом жижане, там все менялись друг друга, там мочили, убивали, как бы так, строили свои империи, большие достижения. Но все кочевники идут, дохожу до киргизов, тоже пишу там кочевники, читаю литературу, и тут я понимаю, что до меня доходит, что из этого общего ряда, стройной, так сказать, в кавычках, концепции, киргизы у меня как-то не выбивается из общего ряда. Не встраивается в эту концепцию. Мне это стало уже как исследователю интересно, что такое, почему происходит. А что описывается, что я заметил, что как бы не соответствует этой позиции, что они вот кочевники, да. А почему не соответствует? Во-первых, было очень крупное земледелие. Земледелие было пашенное. Более того, земледелие было поливное, орошаемое. Были ирригационные каналы. А ирригационные каналы, мы это знаем, да, по истории. Это Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай. И тут вдруг в Минусинской котловине, долине какие-то ирригационные каналы, что вообще само по себе интересно, думаю, вот это да. Потом металлургия, оказывается, там металл добывали, руду, потом плавили металл. Сначала медь, потом железо, и все это было и веками, и тысячелетиями, что само по себе интересно. Но это вызвало такой интерес для более такого углубленного изучения. Кто такие эти киргизы? И что с ними такое было? Вот, собственно говоря, первичный интерес так и получился. А я просто сам фейсбушник. У меня там определенное есть количество подписчиков. В первую очередь, там наши сибиряки. И я в таком стебном варианте как бы пишу. Вот сидите тут, ничего не знаете. Это в рекламе было. А мужики-то и не знают. Сейчас я вам расскажу, там, что вот такие вот киргизы были. Сделал такой большой пост. Это был, как сейчас помню, 5 июля 22 года. Кому интересно, могут зайти на мой Facebook, на мою страничку и там посмотреть. Это был первый пост, вот такой вот, безотносительный, направленный своим френдам, своим друзьям, в первую очередь, там, по Новосибирску, там я даже знаю, кому это все. И после этого вдруг я смотрю, у меня стали записываться во френды, заявки подавать. Большое количество с Кыргызстана. Чему я был очень сильно удивлен, потому как я вам уже говорил, да, к Кыргызстану никогда не имел никакого отношения, с какой стати я пишу про Сибирь, чего это вдруг, как бы так получилось. Понять не мог, и каждый день там то 100 человек, потом еще 100 человек, еще как-то у меня где-то там за короткий промежуток почти 1000 человек подали заявки как бы во френды, что было там очень удивительно. И так вот, это был первичный интерес. Я так понял, что есть такая тема. А дальше была вообще как бы такая детективная история. Я думаю, видимо, если люди интересуют, значит, есть как бы спрос на это дело, да? Есть потребность в этих знаниях. А почему она вдруг
возникла и обращается ко мне-то непонятно. Я-то вообще далеко там от Кыргызстана. Думаю, дай-ка я сверю вот эти подходы с тем, что пишут кыргызстанские коллеги, ну, историки. Мгм. И я как ученый-исследователь знаю, что везде есть как бы своя академическая история, где ученые там достигают некого консенсуса и оформляют в виде вот академического издания истории своей страны. Что же у нас писали? Да, я начал искать, и ничего найти не могу. Ага. Ну, я подумал, что я плохо ищу, или что там не получается у меня, ну, потому что потом нашел ученых, кто там выходил, спрашиваю, где я, помогите мне найти. Ну, может быть, нет в электронном виде, может быть, бумажный вариант как бы найти, там, скопировать, что-то сделать. А потом мне говорят, так, а нет, ничего. И последнее академическое издание «История кыргызов», а вернее сказать правильно, Киргизской ССР, это 1984 год. Ну, Ага. то есть почти 40 лет тому назад. Уже поменялся общественно-политический строй, другая страна, уже независимость получили. 5 президентов, да? Да, а уже до сих пор как бы нету академической истории, что меня несколько, так сказать, ну, так скажем, удивило, потому что, насколько я знаю, во всех соседних государствах такие истории есть. Я вот много лет работаю с коллегами, учеными Казахстана. Вот они сейчас готовят уже третье издание истории Казахстана после обретения независимости. И сейчас на выходе уже 7-томное издание истории Казахстана. Тут, ну, вопрос складывается, это в чем проблема была? То есть наши историки не так сильно увлекались или не хватало чего-то? Ну, мне сложно сказать, я же иностранец. Но все равно какой-то Поэтому анализ вы... я посмотрел и, так сказать... Ну, я думаю, здесь есть ряд причин. Понимаете, ну, вот я бы что хотел сказать, я бы не хотел тут кого-то поучать или что-то говорить, потому что, ну, тут у вас свои заморочки, как бы, мне это зачем надо? Вы должны меня правильно понять, вот у меня нет никаких там личностных отношений, интересов в отношении Кыргызстана. Ни финансовых, ни бизнес, как бы. Я исследователь, я написал книгу, обратились ко мне, можно мы переведем на киргизский язык? Можно. А можно мы издадим? Можно. А вы не могли бы приехать на презентацию? Мог бы. Вот и все. Я сейчас... Можно запишем подкаст? Можно. Да, можно, да. Почему бы нет? Все, что за что с меня денег не требует, я на все соглашаюсь. Как бы. Если бы сказали заплати, я бы отказался. Я бы потом не настолько состоятельный человек, чтобы платить деньги. А так, все, что бесплатно, всегда можно использовать. Тем более, что если есть интерес. Да, я же никому не навязываюсь, я же вас там не хватал там за грудки, что Не, ну да, ну-ка мы сами быстренько. заинтересовались. Да, я везде так вот. Пригласили, я приехал. После презентации в драмтеатре меня пригласили в ряд университетов встретиться. Я везде был. Государственный университет, Киргизский государственный университет, Киргизский национальный университет, Академия КНБ. Сейчас была Академия государственного управления при президенте. Везде очень интересно, как бы такой заинтересованный разговор. Вчера был в Канте, где учителя истории собирались. Профессорский, преподавательский состав. Вчера днем со студентами и преподавателями. Ну, есть интерес, я говорю, я все время говорю, кому интересно, тот читает, кому не интересно, может не читать, как бы это. Давайте приступим к основной части. Как Вот, скажете. один из самых главных вопросов, как вообще кыргызы оказались на Сибири? То есть обычно человек спросит, как они там вообще появились? Но вообще Сибирь, Южная Сибирь — это прародина киргизов. Они там изначально были, как бы, и там вот в районе Верховья Енисея, возможно, даже там чуть ниже, если по карте смотреть, озеро, которое сейчас, ну, или долгое время называлось Нур-Кыргыз, это примерно от минусы там километров 400, вот этот ареал, как бы он происходил. А если еще дальше смотреть, понимаете, в чем проблема? Вот это очень серьезная такая проблема. Как вот воспринимать, кто, где, когда стал. Вот опять-таки вы задели очень интересную такую тему, потому что где киргизы образовались, где они там возникли как народ, да, на какой территории. И если они были там на другой территории, то вот ученые там спорят, это миграция называют, то
нынешние киргизы — это все мигранты, так сказать. Мгм. И все у них там споры идут до хрипоты, до боли. А в каком веке это было? Там 9 век или там 11, 12, 13? Я так считаю, что это все разговоры, собственно говоря, ни о чем. И я объясню, почему. Ну, со мной можно не соглашаться, у меня же нет монополии на истину, да. Я вот исхожу из того, что я изучил, что знаю, и на что я наметил как бы рабочую версию, концепцию, которую надо дальше перепроверять. Так положено у нас. В чем одна из самых главных проблем? Что вот есть две территории. Есть Сибирь, есть типа Тяньшань. И если они возникли, образовались, как родились, прародиной была Сибирь, то, стало быть, Тяньшань — это вопрос миграции. Мгм. Проблема только заключается в одном. Ну, вся беда заключается в том, что довольно часто люди современное восприятие, то, что видят вокруг себя, автоматом переносят на древность и думают, что так было всегда, только там 1000 лет назад, 2000 лет Мгм. назад Ну ничего да. принципиального не было разницы. Ну, то есть сейчас это у нас два разных государства, Россия и Кыргызстан. Ну, а как с одного государства в другое попасть? Ну, понятно, это только миграция, да, таможня, контроль паспортный, так сказать, и так далее. Это неверный подход от современного восприятия, потому что если посмотреть на карту условную, примерную, тех времен еще до новой эры, то во многом это было единое геополитическое пространство. Мгм. Просто единое. Это был примерно, ну, он и есть, остается рельеф, природа. Вот, например, Тяньшань и Алтай — это примерно одно и то же с точки там вот гор, если кто-то был и там, легко это сравнивать. Я вот отдыхал в этом году на Иссык-Куле в очередной раз. Похоже. Точно такие же озера, как и у нас, как бы прекрасные. Ну, может быть, Иссык-Куль чуть побольше, но чуть поменьше Байкала. И там в Байкале вода более пресная и холодная, так сказать, там вообще тубак такой там не покупаешься. А вот все горы — это примерно все очень похоже. Природа, да, она очень схожая. Мгм. Причем вот эти там деревья, сосны, как бы, да, это все одно и то же. То есть, по сути дела, человеку прийти с одного места в другое — это как в коммунальной квартире из одной комнаты в другую перейти, как бы. И тем более это не очень далеко. Поэтому, по моей, так сказать, версии, по моему представлению, это было такое вот геополитическое пространство единое, где прародина была в большей степени юг Сибири, ну а дальше шло формирование этнотерриториального ядра, этнотерриториальное ядро, куда входил бы как раз вот и Тяньшань, юг Сибири, Алтай, и чуть побольше как бы территории. И дальше все это пространство, оно только расширялось в самые разные стороны. На восток, на запад, на север, на юг. Ну, на востоке дошли до Амура. Мгм. На западе там еще дальше и Тяньшань, и Средняя Азия. А отдельно, значит, там отряды боевые, ну, как вот башкира сейчас. Там есть род киргиз. Вот они 1000 лет туда пришли на Волгу, и там с тех пор живут. Я в ходе своей работы туда ездил, с ними встречался, там 3 района в Башкирии. Я у них спрашиваю: вы кто? Они говорят: наши предки пришли с Енисея. Такие вот как бы все. Ну, там встречался, там 3 района. Там. И я когда вот в этом году ездил на Алай, там Мгм. встречали, где это родина Курманджи Датке, там музей у нее, и там типа фольклорные группы пели песни, костюмы. Ну, по сути дела, один в один, что вот я видел в Башкирии, род Мгм. киргиз. И на самом деле таких родов вот есть очень многих народов. Вот и винцев, род киргиз есть. Серьезный вклад внесли в этногенез якутского народа. Я знаю, что у хакасов есть... Ну, хакасов, само собой, это как бы на роду написано, как бы там по-родственному, там и алтайцы, и шортцы, и целый ряд других народов, как бы там у казахов есть 4 рода, которые имеют отношение к киргизам, ну, в той или иной степени, так скажем. Тем не менее, это как бы все дальше разрасталось. Ну, то есть считается, что прародители — это кыргызы, откуда они вот... Да, но не все казахи, как бы, да, и Ну, не все это понятно, башкиры, да, какая-то какой-то род, часть. да, какая-то часть, которые потом влились, и они считают себя башкирами, но, тем не менее, как бы предки у них
Они считают, как киргизы. То есть влияние такое. Они это помнят, они это знают. Окей. Если идти, то, ну, получается, мы зародились где-то на Сибири, на Южной, потом Да. мы расширялись, Расширялись, да. потом Да. Тянь-Шань, и вот мы здесь. То есть, а как же енисейские кыргызы? То есть нам, допустим, моя история, когда я в детстве читал, вот мы с Енисея пришли сюда, вот и мы здесь теперь живем. Пусть считают. Это енисейские киргизы абсолютно надуманный термин. Ага. Я занимался изучением происхождения этого термина. Он, во-первых, сложился стихийно и просто по незнанию. Во многом это вышло из бюрократической практики в Российской империи, когда чиновникам надо было определить, не видели какой-то народ, кто толком не знал, определили как киргизы, и дописка была «Синисея». Ну, как бы отделить от тех, которые жили вот так называемая киргизская степь. То видели, что, киргизская степь — это те, которые сейчас называются казахи. То есть это уже понимали, что это не одно и то же, это разные народы. И надо было как-то отделить, вот записали. А потом дальше из бюрократических документов это все попало уже в научную литературу. Один написал, второй написал. Там не было такого сразу однозначно, енисейский. Это в основном закрепилось уже больше в 20 веке. Это термин такой историографический, не исторический. А как мы должны называться? Да вы можете называться, как вы хотите. Лучше всего кыргызы — это правильное как бы название, оно так и есть, как бы, да. Ну, вот это вот деление, да, оно весьма условное и больше такое территориальное. Ну, вот мы, например, я вот россиянин, да, но я сибиряк. Мы вот сибиряки, есть уральцы, есть помора, там еще чего-то. Но мы все россияне как бы в этом отношении. Так и у вас то же самое. Тяньшанские, там, сибирские. На самом деле это один народ. Просто жили на разных территориях одно время, там как бы разные народы. А так они постоянно, на мой взгляд, ходили там, мешались. Для многих это была одна территория. Это, конечно, требует более глубокого еще изучения, то есть когда было. Но мы точно знаем по документам, что первое упоминание присутствия киргизов на Тяньшане относится письменно к первому веку до новой эры. То есть вот если про Сибирь мы знаем конец 3 века новой эры, Тяньшань — это первый век, то есть где-то примерно 1,5 века, там 2, чуть меньше. То есть за это время они там расселились, уже там были как бы. Что происходило дальше, пока сложно сказать, потому что есть там упоминания, которые относятся к VI веку, потом 9, 10 и так дальше. Были ли это в первом веке пришли, или потом погибли, пришли новые? Это сомнительно. На мой взгляд, шло накопление численного состава в большей степени. И так постепенно, в том числе как бы. А уже последний такой приход киргизов, последняя волна с Енисея, из Сибири, это было начало XVIII века, когда там были проблемы. Вот у меня первая книга «Князь сибирских киргизов Эренек». Вот в те времена Джунгара тогда остатки киргизов увели на Тяньшань к своим родичам, к своим родственникам, как свидетели. Это были последние кыргызы на Енисее, да. И после чего, там кто-то спрятался, кто-то убежал. Но мы говорим, почему последний, потому что после этого прекратилась государственность в Сибири. Государственность киргизов, вот она 1703 год. Ну, книга называется «Цивилизация сибирских кыргызов». Да. Это точно имеет терминологию «цивилизация», то есть понимание научном. Просто потому что, допустим, у нас в стране очень много споров, да, вот кыргызы никогда не были великими, кто-то говорит, мы были великими, там, непонятно, да, вот, честно, с историей. Я вот кыргызы, много этих моментов, у меня вопросы, да. Ну что вы от меня-то хотите, если у вас до сих пор нет академической истории, ученые не могут определиться. Видите, потребность-то есть, вот у вас есть потребность, у других ребят есть потребность, да, у молодежи, у многих любителей есть потребность в исторических знаниях. Да. Это требует реализации. Причем, к сожалению, коллеги не всегда могут удовлетворить эту потребность. А там, где профессиональные ученые не могут удовлетворить, появляются писатели, журналисты, различные там товарищи, которые
пальцем в ухе ковырнут, что-то придумают, там, рассказывают и так далее. Отсюда в голове полная, так сказать, неразбериха существует у очень многих людей. Давайте тогда Это с всё. научной точки зрения. С Цивилизация. научной точки зрения, если вы посмотрите мою книгу, в науке принято, прежде чем о чем-то говорить, надо дать определение понятия и определить предмет исследования, выделить признаки, критерии некого явления такого, да, а потом уже наложить событийную часть и провести соответствие. Соответствует этим признакам, да, теоретическим положениям, или не соответствует. Да. Если соответствует, мы говорим, что цивилизация есть. Если не соответствует, мы говорим, что наша рабочая версия подтверждения в ходе исследования не нашло, не подтвердилось. Вот, что касается научного подхода. А просто там, опять-таки, морщить лоб и говорить, была цивилизация, а другой наморщил нос, сказал, не было. И не было, потому что не могло такого быть никогда. А были там какие-то другие народы, а киргизы были только маленькая часть, которая, народов, да, там вот бегала у них, так сказать, на побегушках. И такая точка зрения есть, как бы, довольно активная, как бы. А какие критерии были и как вы их подтвердили? Есть такая, теория, цивилизационный подход, теория цивилизации. И несколько больших таких теорий есть. Вот эту теорию разрабатывают ученые разных стран мира уже около 200 лет. Спорят о термине, о предмете. И у меня первая часть книги, она как раз этим белым и занимается, где я даю определение понятия, что такое цивилизация, и дальше делаю историографический обзор, анализ всех теоретических работ, большинства, так скажем, там Тойнби, Шпенглер, Данилевский, и еще целый ряд, как бы там очень много, несколько десятков. Я все это проштудировал, потому что там и у этих ученых-теоретиков есть определенные противоречия, есть разногласия. Они там спорят о критериях. У одного там 3 критерия, у другого там 6, у третьего 9, и вот так вот дальше. Потом спорят или указывает, сколько всего цивилизаций не знает. Тойнби, например, там один из самых таких головастиков, 121 была, потом он маленько еще подумал, сказал 37, перечисляет все эти списки. У других там 8, у кого-то еще что-то. Но в целом, несмотря на эти разногласия, есть общая канва, по которой они идут, как бы, и показывают, что такое цивилизация. У меня там в этой первой части есть определение, что такое цивилизация и локальная цивилизация. То есть локальная цивилизация это охватывает не весь мир, да, а какую-то конкретную территорию, какую-то локацию определенную. В частности, это юг Сибири, где, вообще Сибирь происходила. Пространственная, то есть и критерии. Я обнаружил у всех этих ученых, сложил все вместе, даже кто-то там противоречит, их 12 признаков. 12 признаков. Далее, изучая ход исторических событий, где были задействованы сами киргизы, и сравнивал. И у меня есть 12 этих критериев. Там очень много их там перечислять. Там наличие собственного государства было? Да, было. Наличие собственной письменности было? Было. Высокохудожественное ремесло было? Да, было. Значит, наличие внешней торговли на дальние расстояния. Не просто было, а супер было. Навыки обработки металла были? Да, были там, гениально. Производящее хозяйство было? Да, было. Потому что земледелие, металлургия, сеть. Города были? Да, были. И вот у меня получилось, что из 12 таких обозначенных признаков у меня полное совпадение было по 11 признакам. По одному признаку, значит, там как бы не было такого совпадения. Что это за признак? Надо его предметно разобрать. То есть некоторые ученые говорят, что таким критерием является наличие моментальных архитектурных соображений каменных, из камня. То есть насмотрели Древний Египет, пирамида. Эти рисунки, да. Да, эти рисунки всех захватило. И они посчитали, что этот признак, он является общим для всех. Так сказать, цивилизации должен быть.
что, на мой взгляд, не очень корректно, потому что это относилось только к одному народу, и с какой стати признак, который характеризует один народ, выносить как бы для всех остальных. Это первое. Второе. Те же самые египтяне не всегда строили пирамиды. Они 1500 лет жили, пирамиды не строили, потом кому-то в голову пришла мысль, давайте будем строить, они начали строить. Потом опять пришла в голову мысль, зачем мы это делаем, такие трудозатраты, такие средства, и прекратили. И дальше уже жили спокойно, цивилизация не прекратилась, продолжала существовать. То есть это говорит о том, что это не является никаким признаком. Он как картинка, красивая, нам интересно, да, учебник смотреть, но не более того. На самом деле признаком цивилизации для того, что Египта являлось, это не строительство пирамид, а то, что они научились управлять водами Нила, реки. Вот когда они научились, вот с этого момента им стала рождаться цивилизация. Ну, там целый ряд как бы вопросов. Тогда мы смотрим, сколько это имеет отношение к нашей ситуации. И, вернее, там следующий пункт, да, каменные сооружения. Ну, камень, почему это должен быть являться признаком? Камень — это всего лишь навсего стройматериал. Не более того. В Древнем Египте никогда не было лесов, поэтому они из леса ничего не строили. А на Сибири как раз... В Сибири всегда множество лесов, и все, что можно было делать из дерева, делали из дерева. Это тот стройматериал, который всегда под рукой, очень удобный, довольно легкая обработка, долговечность. Дома из дерева могут стоять сотни лет, если за ними ухаживать, ремонтировать. Минус какой? Что в случае там нападения могли легко сжечь, либо сгнить потом остатки. Глинобитные стены, которые из глины там долбили под воздействием ветра, снега, дождя, рассыпались, поэтому могло ничего не остаться, так сказать. В этом как раз, походу, разница, да? Допустим, если пирамиды, они стоят, да, здесь могли все стереть, да? В Сибири, например, делать что-то из камня смысла никогда никакого не было, да его не было столько, как бы, чего. Если лес есть, зачем, как бы, нам делать? Киргизы, значит, там жили и в юртах, и в избах. Это были деревянные избы, деревянные дома. Кровля была из бересты. Береза вообще считалась одним из священных деревьев, как и можжевельник, кстати сказать. Поэтому там было все в порядке вещей, все это дело. Поэтому я посчитал, что вот этот 12-й признак, он не очень корректный, нам не имеет особого отношения. По всем остальным как бы идет полное совпадение, что мне дает основание и право как бы, как исследователю утверждать, что рабочая версия наличия цивилизации, локальной цивилизации в Сибири, киргизская цивилизация, она является доказанной. И я это в своей книге как бы указываю. Ну, раз есть, мы выделяем признаки, идет полное совпадение, поэтому чего стесняться-то? Исходя из этого, киргизы являются народом, носителем цивилизации, такой большой, как бы, цивилизационный народ. Чтобы понимать, насколько это, редкий случай, вообще сколько цивилизаций существовало, да? То есть, если перечислить, во сколько там топ составляем, вот, к примеру? Очень хороший вопрос и очень правильный. Я вам сказал, что изначально там, например, Тойнби, как один из главных теоретиков, он определял 21 цивилизацию, потом 37. Вот если собрать все, например, те, которые вот в научной литературе были, с кем были согласны, не согласны, вот вообще все, то британские ученые посчитали 66 цивилизаций. Даже там, где вот один ученый считал, что вот там, не знаю, у кого-то там какая-то цивилизация, и то ее засчитывали. Вот таких 66. Ну вот можете представить, сейчас у нас сколько? Примерно 200 государств. 200 государств? Да. Вот 66 цивилизаций. Народов в целом где-то около 5000, наверное, там, если не больше, как бы, да. Ну, цивилизации 66. А если в топе сравнить, насколько это было могущественно? То есть мы же любим все равно сравнивать. Ну, давайте дальше пойдем, да. Топ. Да. Супер топ. Суперстар. Я очень стар. Значит, там ситуация вот какая.
дальше рассуждая, что это вот за явление, мы говорим, цивилизация. Ну, какая цивилизация? Да, ну, с одной стороны, а, она такая локальная цивилизация, тоже понятно, как бы. Да. Там это цивилизация, которая имеет свои специфические свойства в социальной, экономической, культурной, духовной сфере, общественной жизни, и имеющая свой индивидуальный путь развития. Это все совпадает под киргизскую историю, как у нас говорит, как бабка нашептала. Все один к одному, как бы, на 100% все это есть. По критериям, я вам сказал, 11 из 12, как бы, все это тоже соответствует. Это без всяких один мы отбрасываем, как бы, идет. Был такой ученый Мечников. Он написал замечательную книгу, монографию. Это конец 19 века. Российский мигрант, жил во Франции, но очень крупный ученый. Он написал книгу «Исторические реки», вот их историческое значение, где указывал, он как бы за основу дал, что основа жизнедеятельности людей — это вода, водные ресурсы. Логично. То есть первый этап — это реки, и он определил речные цивилизации. Дальше это моря, и третий — это уже океаны. Ну, как бы все идет нарастающее. И вот, если мы возвращаемся к первому этапу, он там определял 4 речные цивилизации. Древний Египет, река Нил, Месопотамия, Тигр и Ефрат, Индия, Инд и Ганг, и Китай, Янцзы и Хуанхэ. И вот эти 4 цивилизации речные во всех учебниках древнего мира, во всех учебниках истории, вот эти 4 цивилизации, это вот с конца 19 века все и пошло. И все было бы замечательно, что 4, ну и 4, и куда дальше-то? Если бы коллеги ученые до конца бы прочитали эту книгу и освоили, потому что у него там есть отдельная глава, где он пишет еще и про другие реки. В частности, он пишет про Енисей, что там условия для создания цивилизации были наиболее благоприятные, даже еще более благоприятные, чем вот Тигр и Ефрат с точки зрения там, ну, Месопотамия. Что это все было, там все эти придумки. У нас же говорили, ну, как бы север, холодно, из-за этого. Он говорит, нет, это были более благоприятные условия для возникновения цивилизации. Но, тем не менее, как бы он не указывает, что там эта вот цивилизация возникла. Возникает вопрос, почему? Ученый говорит, что да, все условия были, все это могло быть, и все это есть, но не произошло. Почему он это как бы не объяснил? Он сказал, что ну, слишком, видимо, благоприятные условия были, что людям не было нужды как бы дальше развиваться и там цивилизовываться. И так все было жирно, лохмато, как бы, что нам тут там еще... Заленились, в общем. Да, слишком хорошая жизнь, как бы народ разленился, все там. Ну, он здесь не совсем прав был, конечно. На мой взгляд, у него просто не было эмпирического материала, данных. Не изучал, научных. Да. Он не то что не изучал, просто Сибирь не изучали. Ну да. Не было материала. Раз уж мы до сих пор не знаем свою историю. Совершенно верно. Вот прям гениальная мысль, как бы, да. Если мы уж не знаем, хотя, казалось бы, мы уже вершина развития человечества, мы-то не знаем, а тогда-то что с ней говорить там? Но если, да, сравнить по речным цивилизациям, то есть это у нас все было. Один из критериев совпадает. Так вот, эмпирический материал стал появляться только уже после смерти Мечникова, когда он там уже умер, он в Париже умер довольно молодым, 50 лет. Особенно 20-30-е годы после вот 20 века, прошлого века, когда археологи начали раскапывать, там вот Евтюхова, Левашова, потом академик Киселев, абсолютно такой великий наш археолог, они начали раскапывать, и многие вещи как бы, ну, просто вот факты эти предъявляли. То есть моя задача-то оказалась довольно простой. Выявить эти факты, собрать их воедино, в единый мешок, так сказать, как Дед Мороз, и соотнести с теми положениями, которые выработал Мечников вот по теории. Ну, логично, да? Логично, да. Что такое? Мы же люди логичные, да? Зрелые, понимаем. И по итогу? И все по итогу получилось, что пазл-то сложился полностью.
были ирригационные каналы, управление водами, как раз завязанное на Енисей. И, ну, это долина Енисея, значит, там реки Абакан, там несколько десятков рек, больших и малых. Вот они там занимались. В чем там как бы проблема была? Вот когда говорили, что все кочевники, и вот был такой тоже очень известный у нас ученый Савинов, он подсчитал, а на самом деле им всегда можно высчитать емкость скотоводца. То есть вот есть определенная территория, то там всегда можно посчитать, что исходя из количества, ну, там, травы, да, территории, воды, сколько там скота может быть. Но если там, например, 1000 голов, да, то 1 000 000 туда никак не вместится. Им просто еды не хватит. Ну, травы не хватит. От этого зависит количество населения, сколько там может покормить. Так он и говорит, что вот этого количества территории там было очень мало для скотоводцев, чтобы прокормить то количество населения, которое там проживало. Тогда возникает вопрос, а за счет чего они там выживали, чем кормились, да? Откуда все взялось-то? Они же не воздухом питались. А питались они за счет земледелия. В чем там, как говорится, фишка? А дело в том, что там довольно благоприятная земля, очень плодородная. Но в силу того, что там горы и влагу, ну, там тучи задерживали, влаги не хватало. Вот поэтому тогда люди придумали заниматься орошением искусственным, рыть каналы, чтобы земля давала большой урожай. Да, там выращивали проса, ячмень и рожь, все возможные, так сказать. Вот у вас есть мой любимый напиток ваш, это базо, да, или боза, как правильно сказать? Бозо, да. Это же сугубо из растительный такой, да, из там... Пшеницы, ячмень, да. Типа много чего. Ну, то есть это не кумыс. Это не кумыс, да. Да, это продукт деятельности именно земледельца. Да. Чтобы было понятно, как бы, да, что это не просто так. И далеко не у всех народов кочевых такой напиток есть. Мне говорили, что он у одного как бы народа только есть, все остальные только это вот киргизская такая тема, фишка киргизская. То есть тоже как один из примеров доказательства земледельческой культуры. И вот поэтому сначала выстраивали примитивные каналы, потом совершенствовались, как говорят археологи, так называемую киргизскую эпоху, они просто достигли совершенства. И это вот очень важный как бы момент такой, да, вот наличие вот этих... Собственно говоря, меня как исследователя вот это вот и захватило. Зацепило. Почему? Не потому, что вот там каналы как таковые, и людям, так сказать, далеким от этих вещей могут быть многие вещи непонятны. Но что такое канал? Вот выстроить канал там 2000 лет тому назад. Это сейчас сложно. Канал. Это сейчас сложно. Это с учетом того, что у нас сейчас есть электричество, электроэнергия, да, а тогда же этого ничего не было. Все вручную. Все вручную, это раз, да. Потом каналы их же надо сделать таким образом, чтобы водостоки были. Уклон. А уклон, это буквально несколько миллиметров. Вот представляете, да, там на грани тысячелетий сделать так, чтобы уклон был не такой вот, да, там как-то вода не потечет, или вот такой вот непонятно там с ямами, а сделать, чтобы он ровненький был. И не просто все это сделать, да, а эксплуатировать самое сложное. А эксплуатировали они эти каналы веками. Веками. Ага. То есть это надо было постоянно чистить, их углублять, там ремонтировать, следить от врагов, чтобы они там не засыпали и так далее. И вот здесь возникает тогда такой вопрос. Вот у меня научный руководитель по диссертации по моей, он всю жизнь работал, у нас есть такой институт, и всего 2 таких в России, институт геодезии, которые как раз занимались в том числе каналы. ГЭС, там и каналы всевозможные. Вот он мне говорит, ты вообще представляешь, что такое построить канал? В общих чертах. Что означает, вообще не представляю. Он для того, чтобы выстроить канал, люди должны были обладать навыками и знаниями по математике. Без этого, ну, чтобы расчеты делать. Вот эти все знаниями астрономии. И должна быть астрономия, да, потому что без астрономии ничего не сделать. Чтобы ориентация по звездам и так далее, как бы надо было смотреть.
знать приливы, отливы, когда наступает, когда осадков больше, когда меньше, и очень много других примет, без которых все это бессмысленно делать. То есть это были не глупые люди, это были люди, которые должны были обладать этими знаниями. И, наверное, количество людей даже нужно было большое. О, верно мыслишь, молодой человек. Совершенно правильно, как бы. Далеко не все ученые так мыслят, как бы. Я серьезно говорю, я без всякого юмора. Это следующий этап, очень важный, как бы. И должна быть, по сути дела, научная инженерия. Говорит, без этого никак нельзя, я ему верю, как бы он довольно крупный ученый у нас. Это первое. Опять, как строить такие каналы? Для того, чтобы выстроить и, главное, эксплуатировать, нужны большие массы народа. То есть это только коллективный труд. Это все вот личные цивилизации через это проходили. Египет, Месопотамия, Китай, Индия, все до один. Потому что по-другому это не сделаешь. Так называемые гидравлические системы. А как заставить? Вернее, как побудить громадные массы народа в один день сняться, пойти, взять лопаты и копать, да? Каждый день все это идти, там, заниматься. Можно ли это сделать на добровольных началах? Ну, нет. Наверное, это сомнительно, да, как-то. Один сказал, что он там заболел, у кого-то там теща больная, кто-то еще что-то там, дети там. Да и просто а почему я должен там, как обычно. Поэтому для того, чтобы побудить большие массы народа этим делом заниматься, коллективный такой труд, возникает институт принуждения, то есть это государство. То есть силовой компонент, когда у государства появляются люди-управленцы, которые должны, не просто там с бичами, да, это как бы примитивно, а заниматься организацией труда. То есть вычислить, на каком участке сколько должно быть человек. Это раз. Чтобы они приходили в какой день, когда, во сколько, да, условно говоря, да. Надо организовать им питание, воду, чтобы они там не поумирали. Вообще систему придумать, куда все это направлять. Логистику, конечно, надо было все это продумать. То есть это появляются люди, которые занимаются вот таким трудом умственным. Появляется бюрократия. Бюрократия — это вообще высочайшее достижение человечества. Я не буду говорить там о минусах, да, как бы все этого дела. Мы все знаем, сейчас вопрос не в этом. Само по себе, как бы, когда вот выделение умственного труда или управленческого труда от физического, это громадный скачок в развитии вообще человеческой и мысли, и деятельности. И вот возникает определенное государство особого типа, которое отличалось по своей сути от государства или управления кочевников. У кочевников что? Жизнь, да. У кочевников что главное? Главное богатство — это скот. Ему надо, чтобы была поляна, где трава, вода. Если что-то там засохло или пересохло, они взяли и ушли. Если совсем мало, да, напали на соседей, их перебили. Условно я говорю. Не потому, что они злобные, потому что жизнь такая, как бы надо было как бы самим быть. А если, например, там уже большое, так сказать, сообщество, и кто-то там власть не поделил, кто-то мог сказать, да пропади все пропадом, как бы, забрал свою, так сказать, команду и ушли в другую сторону, как бы, и вполне могут быть. А если у тебя выстроенный канал, ты их не бросишь. И плюс, если так подумать, если это все процветало, это все так выстроено, значит, кто-то еще охранял, чтобы кто-то другой не разрушил. Совершенно верно. И когда, например, археологи смотрели, да, они видели, что какие-то остатки там, да, места получили, что это были, типа охранных вышек, да, наблюдения, смотрели. То есть это вот надо было охранять все это дело, потому что враги могли прийти там, разрушить, и все погибли так. Условно говоря, все погибли, как бы, все это было. То есть это требовалось, такого усилия. То есть возникало государство особого типа, которое было задействовано не на одно лицо, да, а целый класс бюрократический, управленческий, что, собственно говоря, отличало государства киргизов от других государств. И вот поэтому, когда вы говорите там то там непонятки в целом по киргизам было, да, которые в Сибири. Проблема в чем была? Вот если вы почитаете монографии зарубежных там ученых, английские, эти самые американские, там главная-то проблема в чем? Они всех считали кочевниками, и киргизов тоже записывали в кочевники. То есть они применяли
не те критерии, которые следовало применять. Они, получается, к особому населению применяли критерии кочевников. И в результате неправильно выбранный инструментарий приводил к неверным выводам и ощущениям. Это что получается? Я, получается, все большое количество времени просто так говорил, что мы кочевники. Ну, не совсем. Ну, Мы понятно, не совсем, к этому дойдем. но с истоков, получается, мы ввели оседлый образ жизни. Да. Потом мы стали кочевником, да, когда мы перебрались. Но... Беда, в кавычках беда, я так всему говорю, киргизов в том, что у них слишком долгая история. А история — это не статика, это не стояли на одном месте, не всегда были такими. История — это процесс, это развитие. Вот первый большой период, это с 3 века до новой эры по 10 века, это было в основном такое комплексное хозяйство, развитое с преобладанием оседлого образа жизни, а уже где-то с XI века, ну вот в Сибири в частности, до начала XVIII века, это был переход к кочевому обществу. На что были причины? И они стали уже как кочевниками. Подстраивались. Ну, естественно, да. Часть погибла, кто выжил, вынужден был пристраиваться, и уже не хватало сил заниматься ирригацией, просто не было возможности такой, и нужды не было. Потому что потеряли очень много территории, потеряли очень много населения, как бы, ну, там чуть не в 10 раз сократилось, то и в 20 раз население сократилось. И хватало того, чем они занимались. Мы, в принципе, про цивилизацию выяснили очень глубоко, очень сильно разжевали. Все понятно теперь, то, что, да, там существовало. Второй вопрос. Я как раз... Более того, я еще не закончил, по цивилизации. Вот анализируя все, что там связано с реками, вот эта концепция, у меня там вывод идет, что это, я называю цивилизацию, локальную цивилизацию киргизов, это 5-я речная цивилизация, Енисейская, 5-я речная цивилизация киргизов. Вот. Это надо было сказать, да, для заголовка самого этого. Без этого никуда. Вот я вам и говорю. Хорошо, что остановили. Теперь можно продолжать. Окей, мы выяснили, что цивилизация существовала. Я где-то в первом курсе своей учебы встретил фото, на котором был изображен Великий Кыргызский каганат. Меня покрывалось, оно вот как раз Сибирь покрывала, она была огромной. И у меня возникал вопрос, Сибирь, вот все вопрос, для меня это было непонятно. И кто-то говорил, что это ложь, это придумали, кто-то говорил, что это правда. Не знаю, на что они опирались. И вот как раз-таки, если логично все это сопоставив у меня в голове ту картинку Великого Кыргызского каганата, всю эту цивилизацию здесь, которую мы рассказали, значит, логично думать, что как раз-таки здесь зарождается каганат. Ну, естественно, так и было, потому что каганат — это же форма государственности. Форма государственности, да. Но это не что-то там такое, цивилизация — это более широкое понятие, государственность более узкое, как политическое управление, обществом, независимое государство — это первый признак цивилизации, один из всех больших, так сказать. Да, великодержавие, термин, который ввел в научный оборот академик Бартольд в 1927 году в своей работе «Киргизы». И с научной точки зрения его никто не опроверг. Многие просто говорят, там что было, не было, и начинают выдумывать всякие глупости. Вопрос же какой? С точки зрения науки, если ты не согласен, ты должен опровергнуть и привести свои аргументы. Почему, например, предшественник не прав, а ты прав, а не просто так. Да я не верю. Это... Знаешь, в бане можно об этом говорить, когда там что-то, или по пьянке там кто-то там разговаривает. Но мы не должны до такого уровня опускаться, в науке это недопустимо. Должны быть аргументы. Я в своей книге тоже показываю, что это было крупное государство, никакое не мелкое, это Великий Каганат. Основываясь на китайских летописях, в частности, это Аншоу, летопись, глава 217-б, то, что было опубликовано Бичуриным в его книге «Сведения о народах в Центральной Азии». Еще-то у меня там был подзаголовок «И Сибири», потом это исчезло все. Он приводит вот эти китайские летописи, переводит, и там четко говорится, что Хагяс — это транскрипция киргизов. Не Хакас, а Хагяс. Есть древнее государство Гиньгунь. Это 3 век до новой эры. То есть это уже через 1000 лет китайцы знали, что это одно и то же, на этой территории находится. Это один народ, древнее государство. Просто название, транскрипция разная в зависимости от ситуации. Они это понимали, что это крупное государство,
по территории, которая равна Тюкеевскому каганату. Это очень важный такой момент. Там четко написано равные как бы. Тюкеевский — это Тюркский каганат. То есть, Американские исследователи провели как бы замеры территории всех известных вот этих империй. Они опубликовали эту работу. У меня в книге есть ссылки на эту работу. Они вычислили, что Тюкеевский каганат, у него была площадь, занимаемая 6 миллионов квадратных километров. То есть, если он был равный киргизский каганат, мы имеем все основания говорить, что у киргизского каганата была такая же площадь 6 миллионов квадратных километров. Ну, это огромная Это вам не ого-го. Это все очень серьезно в том плане, что такое 6 миллионов квадратных километров? Римская империя, которая хорошо всем известна, на пике своего могущества, самого большого территориального роста, это 3 век новой эры, у них была площадь 5,2 миллиона квадратных километров. То есть меньше на 0,8. Империя Александра Македонского, который там весь мир якобы покорил, его площадь была 5 миллионов. То есть на миллион меньше. У киргизов территорию, которую они контролировали, вот, государственный каганата, была на миллион больше. Мы сейчас говорим о масштабности. Да. Мы не говорим там о численности населения, мы не говорим там о величии, о значимости. Это вопросы, на самом деле, довольно дискуссионные. А мы говорим о масштабности. Да, о масштабности вот они такие были, потому огромные. Что контролировать такую территорию, это нужны серьезные силы, средства. Это не просто так. Ну, если так говорить, в то время где-то в топ-3 государств мы входили, которые... Но более того, если мы сейчас говорим, посмотрим геополитическую ситуацию того времени, то после, например, победы над уйгурским каганатом, а это тоже была не мелочь, как бы, не там воробьям показывать как бы непонятно что. Это было сильнейшее государство на то время и сильнейшая армия. Вот киргизы их победили. И сами стали самые сильные в регионе. То есть они победили всех, кто слабже их. Следом вскоре пала мощная империя, Тибетская империя. А в 907 году, то есть в 840 году победили уйгуров, а в 907 году уже распалась империя Тан, Китай. Прекратила существование. Киргизы вообще остались... И, по сути, монополистами в регионе. Самые крутые, да. Без след так это. Да. Контролировали мы имеем основание назвать великий киргизский каганат. Абсолютно. Нет, это даже не вызывает никакого сомнения. Более того, если вот этот термин академика Бартольда, это вообще-то всемирно признанный ученый, до сих пор как бы вот эта его работа «Киргизы 27-го года», 100-летней давности, она концептуально актуальна, сохраняет до сих пор, на самом деле. Это, знаете, но все равно какой-то у меня я кыргыз, мне это рассказывали, где-то я заметил мельком, но это, допустим, во-первых, не продвигается, это нигде прям в уверенности, доказательством не слышал. Я вот сейчас впервые слышу. А вы знаете, я вот скажу по этому поводу. Я вот говорил, некоторые киргизские историки, они, наверное, считают себя очень богатыми, потому что историки многих стран, они как раз пытаются притянуть к себе историю других народов, свою, так сказать, присвоить себе. Да. А киргизы, видимо, считают вот эти историки себя настолько богатыми, что они даже от своего готовы отпихнуться, так сказать. Это не надо, нам тут все. И вообще, как бы там некоторые, я не буду фамилии называть, как бы говорят, да мы вообще, что вы там только задой придумывать какую-то там непонятную ерунду, как бы. Мы вообще образовались на Тяньшане в 16 веке, то есть вот вся наша история, это вот 300-летие, и все. Мы тут сами по себе, Сибирь-то сами по себе, никакого, ради бога. Не хотите, не надо. Я ей сказал, не хотите знать свою историю, не надо, я себе ее возьму, как бы. Буду заниматься историей киргизов. Вот и все. Если вам это не надо, как бы, я что могу сделать? Я же не могу никому приказать, правильно? Это просто удивительно, да, окей. Удивительно, да. Момент, каким он был на пике? То есть мы же всегда, когда государство обсуждаем, мы обсуждаем, типа, он на какой-то момент был на пике, он захватил максимальное количество территории, максимальное количество... условно, конечно, дословно, да, можно считать, что вот пик развития, то есть как независимое государство, это началось с 820 года, вот победа над уйгурским каганатом 840 год, и где-то период великодержавия, условно, можно считать, окончился в 970 году. Это сколько лет получается? 150. 150 лет, это вот прям... Это только вот самый пик.
150 такая лет на круть. пике. Да, по сути дела. Ну, мог быть чуть поменьше, там, 120-30, как бы. Ну, Пока там как раз предисловие. аргумент, который меня заставлял не верить в великий крымский каганат, это вот время мне говорили, то, что, ну, это просуществовало, там, в один момент они увеличились и распались. Вот я так это... От историка... я вспомнил, от историка у себя в университете я слышал то, что вот мы просчитали очень короткое время, так получилось то, по удаче, то, что к нам присоединились большое количество народов, и мы в одно время просто распались. Дорогой Нарс, что я хочу тебе сказать? Тут дело вот какое. В науке есть требования. Всегда надо сравнивать однопорядковые вещи. Ну, условно говоря, нельзя сравнивать теплое и зеленое. Да, Мгм. вот это разные вещи. То есть надо что-то, чтобы был единый какой-то критерий. В чем здесь лукавство определенное? Либо лукавство, либо непрофессионализм, либо специально наводит тень на плетень, когда начинает сравнивать разнопорядковые вещи. Ну, например, берут, значит, типа QQS или там Тюркский каганат, Мгм. приписывают ему еще несколько там десятков лет и говорят, вот он был 200 лет срок. Уйгурский каганат, ну, почти 100 лет, там, 95. А киргизское великодержавие там вот сколько-то там лет, там 60, да, или там что-то там да. меньше где-то. То есть это вообще ни о чем. Типа мелькнули и так далее. В чем здесь ошибочность, либо ложь, либо еще чего-то, как бы, я не знаю, как бы. Я не собираюсь никому оценки давать, мне это не интересно. Но на самом деле, как бы, если посмотреть по историческим документам, Бердикуэский каганат, он существовал всего лишь навсего 30 лет. Потом был большой пропуск, и второй тюркский каганат, это или восточно-тюркский, там, восточно-тюркский, он возник в конце уже 8 века, 7 века, вернее, и просуществовал еще 60 лет. 30 лет и 60 лет, через 100 лет. Через 100 лет. Мгм. Уйгурский каганат просуществовал как государственность независимо там 95 лет. Вот Мгм. весь период. Ну хорошо. А почему вы тогда меряете киргизов не всю государственность, да, независимо, а только вершину великодержавия? Мгм. Там же говорят, и вам-то говорили только про великодержавие, Да. то есть у всех берется за основу, за базу вся государственность, а у киргизов только часть. И начинает сравнивать. То есть это уже не Но это однопорядок. неправильно. Ну да. Ну вот я вам про это и говорю. Что ж вы не поправили своего преподавателя, что? Что ж вы тут Вот нам знал бы, рассказываете? я поправил. То есть, а какая у Ну, я нас в шучу, общем конечно. государственная? Вот. Совершенно правильный вопрос. Вы сегодня просто молодец, как бы. Вот так лучше по итогам дня. Прям все такие вопросы задаете. Очень правильные вопросы задаете. Спасибо большое. Спасибо, профессор, я исправлюсь. Я шучу, ладно, что. Мне так, настроение хорошее. А ведущих хорошее, мне так довольно приятно. Спасибо большое. Настроение такое. В целом, а какая была государственность, как независимое государство? То есть точку отчета мы берем первую 720 год, когда он провозгласил себя Каганом, и что все, больше уйгуры ему не хозяева, он тут сам, Мгм. сами мы с усами. И эта независимость, государственность в разных формах, она просуществовала до 1207 года, до прихода монголов. Итого 387 лет. Это еще, только после победы над уйгурами, если еще углубиться, можно было бы... Ну, окей, мы берем только самое точное доказание, и все Абсолютно, равно да. 300... 87 лет. Это на сколько раз больше, чем... Это гораздо больше. Ни одно государство не имело такой независимости. Ни одно государство. Великая Золотая Орда, которая там Амнар, 190 лет. Да? Империя Чингисхана, как вот целая, она вообще после смерти... Ну, то есть она распалась уже 1269 год. Ну, можете себе представить. Его провозгласили там ханом в 1206 году, в 69 ну, 60 там, 3 года. А после этого они на 4 там улуса поделились. Ничего себе. Да, вот и я говорю, ничего себе. Вы представляете? Я вот изучаю там историю-то, смотрю, такой сижу, голову напрягаю, говорю, ничего себе. Это что такое? Откуда это взялось-то? Нам говорят, что в Сибири никогда ничего не было, земля не историческая, а тут на тебе. И кто? Киргизы.
А по мощи, насколько было мощно? Это, наверное, нужно войсками, да, как-то По мощи мы можем сказать, что, опять-таки, по китайским источникам численность войска была от 80 до 100 тысяч человек. 8. Вот 100 тысяч человек — это даже по современным меркам Это нормальное количество довольно, войск. да? Вот армия того же Александра Македонского, знаете, сколько была? Которая весь мир покорила. Так, ну еще раз удивите. 47 тысяч. То есть почти в 2 раза меньше. 2 раза больше, чем у Македонского? Да, да. Окей. В 2 раза больше. Я еще могу сказать, вот, например, из этих 100 тысяч 30 тысяч это была тяжелая конница, тяжелая кавалерия. То есть это... Это панцири, значит, кони в панцирях, сами. То есть это вот по аналогии средневековые рыцари европейские, вот которые там на конях, все в железе. Но это, значит, дорогое это удовольствие. Совершенно то есть верно. купить... Опять молодец, как бы. Да. Спасибо. Ничего, я вас не смущаю, как бы так. У меня Не, просто все вот... отлично. Ну, если что, потом вырежете. Как бы. Не, все отлично. Я просто очень сильно любил как раз рыцарей изучать, и я знал, Да. что там, вот, чтобы Да, сковать, да. это все же долгая тема. И так думали, вот как там у них все здорово было, а у нас ничего не было. Да, мы я такие, как раз да, так и вот. думал, вы сейчас Ну, говорите да. 30 И тысяч я человек. также думал, что вот Сибирь, я все время думал, ну что сюда вот мои предки переехали, в это я сибиряк 4-е поколение. Тут мало того, что холодно, темно, как бы еще истории нету. Ну, так мне было это обидно всегда. Для историка особенно. К морю бы поехали, там хоть тепло там. И вот я занимался, и главный мой тезис, конечно, доказать, что Сибирь на самом деле земля историческая. То это все не так. Вот что касается рыцарей. Ну, мы все знаем, да, там английские рыцари, Да. французские рыцари, они там воевали, там все эти войны. С одной стороны 200 человек, с другой стороны 300 человек. Там такие битвы великие, как бы они все себя прославляли всегда. Такая вот малочисленность. И вот французская армия на пике своего могущества, знаете, сколько они выставляли рыцарей? Мгм. Нам же объясняли тогда вот в школе, в институте нам, в Сорке, что это дело дорогое, рыцарские доспехи. Лишь малая часть могла себе позволить. Вот буквально там единицы, ну и так далее. Очень все дорого. И они могли выставить рыцарей там на пике в количестве 2000 человек. У киргизов, Как-то вы слишком не удивляетесь. а у киргизов было всего лишь навсего 30 тысяч. И вот я когда до кучи сел, да, вот примерно так вот руками развел, думаю, да что ж такое делается? Что ж такое это? Нам Что сказали, происходит? что происходит вообще в этом мире? Что ж такое? Кругом какая-то ложь, обман. Мир никогда не будет прежним. Что же получается? Нам говорили кочевники, они там земледельцы, там были ирригационные каналы, целые цивилизации у нас выходят. С армией вообще непонятки. Больше в 2 раза македонского, больше рыцарей и так далее. Это, знаете, это как? Это вот я всю жизнь смотрел фильмы, и я очень люблю скандинавскую мифологию, там их книги читал. Я вот все это представлял, о, как это круто. И тут вы мне просто мою рассказываете, я такой, Да, мою, так, кстати, на секундочку, мою историю должен мне был рассказывать. прийти откуда-то Виктор Иванович, да, и сказать, что ж вы, братья киргизы, тут себе Да. думаете, скандинавами увлекаетесь-то. Да. Или там англичанами, этими морскими разбойниками, когда тут свои истории. Я поэтому и говорю, что история Сибири, история, в частности, киргизов, это богатейшая, древнейшая история, которая до сих пор содержит в себе много белых пятен, Мгм. загадок, которая мало изучена, мало интерпретаций, как бы, либо не туда ушли в какие-то стороны, потому что вот если взять, говорю, современные монографии, да, пишут там вот, это малый, тюркоязычный, кочевой народ. А если посмотреть внимательно, ни один из этих 3 пунктов, он не имеет оснований под собой. Он, во-первых, не малый был по тем временам, Мгм. он был не кочевым, ну, не совсем кочевым, как бы. Он кочевым уже позже стал, как бы, в этом Да, отношении. трансформировались. Трансформировали, ну, в силу определенных обстоятельств. Кстати, это не было уникальным случаем. В истории было немало примеров, когда сначала были земледельцами, потом переходили в силу там разных климатических катаклизмов, каких-то военных действий, ну, много там чего как бы происходило. Ну, вообще из-за изменения климата целые цивилизации погибали. Да. Он в джунглях находит какие-то города, там ни убитых, ни раненых, просто люди ушли. Вода исчезла, и все, и жизни нет. А где-то вода появилась, и подводные города, которые уже Совершенно заделали, да. верно, да. А такой вопрос.
Раз уж существовала какая цивилизация, 380, 7 лет. 387 Нет, лет. это не цивилизация, это независимое государство. Независимое государство. Вот государство. Там даже не столько ганат, потому что там формы разные были. Начиная от империи, потом централизованное государство, потом была федерация. Управление, она менялась всегда. Да. И все равно, то есть, почему известна история македонских и других правителей? Потому что там был один яркий правитель, там существовала история, это показали через фильмы. Не совсем так. Македонский, когда делал свое завоевание, у него был там Аристотель, были еще, они записывали, там писали. Вот я говорю, записывали, Да, значит, да. У нас же тоже что-то записывали, надеюсь. Но есть, может, история каких-то правителей, которые какие-то истории... У киргизов в основном была такая каменная письменность. Делали надписи там на стелах, могильные, эпитафии. И более того, говорю, что это не только была своя письменность, да, вот киргизская письменность, это был свой язык. И более того, вот целый ряд ученых, в том числе ученые Кыргызстана, вот у меня 2 рецензента, кыргызские ученые, в том числе Конкабаев, Курманов, это историк, профессор, один из ведущих сейчас историк, не самый ведущий историк в Кыргызстане, второй Конкабаев, это очень известный языковед. И вот он там тоже указывает, что это был не просто язык, это был литературный язык, потому что вот эти вот эпитафии могильные, они были исполнены в такой стихотворной форме. То есть это уже литература. Вот. Видите, сколько я вам новостей сегодня дал? Да, что-то... Причем новости, которые всего лишь навсего 150-200 лет, поэтому... Окей. Я еще хочу прочитать про князя Иринека. Для наших зрителей, что за князь Иринек? Князь Иринек — это один из таких крупных исторических деятелей киргизского народа, который жил и действовал в XVII веке на территории Сибири. Это была, наверное, последняя яркая звезда, такая личностная. То есть это уже ближе к концу, да? Это конец XVII века. Ему как раз тогда удалось объединить такие разрозненные улусы в единое, по сути. Он шел стремительно к созданию единого централизованного сильного государства, но он погиб. А после того, как он погиб, он в боях, он пошел на помощь джунгарам, потому что они были такой вассальной зависимости от них, попали в засаду от других монголов, и они погибли в районе Телецкого озера на Алтае. Горно-Алтай, Телецкое озеро, попали в засаду и там погибли. И, наверное, к большому сожалению, такого вот лидера харизматического, который мог бы всех объединить под своей сильной рукой, просто не оказалось. Это была, довольно такая трагическая история вообще, страница в истории, и после этого все пошло на спад, и все закончилось тем, что в 1703 году вообще государственность прекратила существование. А он был очень такой сильный политический деятель, как государственный, где он там объединил очень многих. Он был очень сильный дипломат. Дипломатия там при нем была развита. Имел свой субъект, свою субъектность, международные отношения, в частности, с Московским царством, где подписывали договора, были соглашения о границах. Договоры есть прям... они там разные, где-то там описывали всякие разные, в том числе договорились о границах, что вот река, за которую там нельзя было переходить, все эти вещи там. Там много всякого было, понимаете, договора-то их нельзя воспринимать, как современное понимание. Там очень много разногласий, очень много интерпретаций. Одна сторона могла понимать так, а другая могла понимать по-своему, общей традиции тогда еще не было, международно признанных, что называют. Сейчас договора слабо кто соблюдает, что потом начинает политика говорить: да меня не так поняли. Что вы тут? Как не так поняли? Вы же говорили: не, это не так. Что? Иди отдыхай, мальчик. Все, а тогда-то что, еще все сложнее было. Но, тем не менее, это было. Но вот там же, понимаете, что касается князя Иринека, вопрос-то очень такой интересный. Я не планировал о нем писать изначально. Я планировал сразу сделать такую большую книгу, которая сейчас у меня завершилась. Но когда я погрузился в тему, что касается Сибири, 17 века, это очень такая сложная тематика, сложный период, и я углубился, и у меня попер материал,
историография, там источники, тем более источников немало, это уже письменно оказались, но это российские источники Московского царства, воеводы там писали отчеты, записки какие-то, из которых можно брать. Моя задача была их прочитать и перевести, как бы сделать взгляд с другой стороны, с киргизской стороны, как это все происходило. И я даже как бы в книгу ввел документ, который касается князя Ренека, ранее не введенный в научный оборот. Он не был опубликован, как бы. Я там ввел его, там интересный такой момент был. А у меня, например, возник такой вопрос. Мы когда сами изучали историю, там нам говорили, что когда казаки и Московское царство продвигалось в Сибирь, то единственный крупный противник такой был, с кем боролись, это был хан Кучум, Сибирское ханство, который сопротивлялся и воевал целых 17 лет. Это 17 лет войны, ну... довольно круто. Серьезно. А потом я смотрю, что когда пришли, было соприкосновение с киргизами, сибирскими киргизами, вот очень многие народы приняли добровольно подданство. Например, князь юштунских татар в 1604 году, ну, в 603 в конце, и в 604 поскакал на коне в Москву просить подданства. Сам там сильно удивились, кто такой, что такое. Он говорит, вот. И он оставил целый там такую записку. Кто где живет, ну, прям целые разведданные, как бы, кого можно, так сказать, взять под свою власть, и что с них можно взять там какую. И, ну, как бы все удивились, что вот... Потому что для московского руководства тогда Сибирь это считалось сибирское ханство. Там противник, с кем там были определенные непонятки, как бы надо было эту проблему решить, с Кучумом в частности. Ну и вот эту проблему решили. Так вот, киргизское сопротивление можно считать с первого момента соприкосновения 1604 год с небольшими там перерывами на войну, на мир, вернее, на мир. Там были определенные по 20 лет, там еще чего-то. Но все это продолжалось почти 100 лет. 100 лет сопротивления? До 1703 года. Ну, я понял, почему вас это заинтересовало. Да. 100 лет. Да. 17 лет довольно круто, да? И 100 лет, которые вообще никто не знает. С научной точки зрения это интересно, как вы думаете? Это очень интересно. Как они смогли 100 лет? Это же... Вот. Они это смогли в том числе, что помимо там своей такой неординарности, они применяли довольно уникальную тактику. Это была тактика партизанской войны. Фактически в историографии, вот у нас считается, что партизанские войны начались в Европе в XVIII веке, там 30-летняя война. Но вот эта история, она была на 100 лет раньше. И я поэтому в этой книге, вот вы ее, если посмотрите, если у вас превозмогните свою природную лень, так сказать, изучить эту книгу, я шучу, конечно, она довольно легко читается, там, стилистика. Вы там увидите, что вот эти все события, то есть там я пишу, что в истории, в историографии это первая зафиксированная форма или тактика партизанской войны. Это во многом как бы давало определенную... Там очень много всяких интересов, в частности, вот разгром Алтын-хана, где все время приписывали это разгром, что Тужнигара победили, а я показываю, что там была громадная роль того же Иринека, и он там завернул определенную комбинацию, которая привело к погибели Алтын-хана. Какие-то новые подробности моей жизни. Абсолютно. Абсолютно. У меня есть ряд вопросов, касающихся вас, но перед этим я хотел бы, ну, вот, в принципе, про кыргызов на тогдашнем времени спросить. Было бы классно, если вы на эти вопросы коротко ответили, а потом, когда мы будем обсуждать вас, чуть более углубленно. Давайте. Вы говорили про письменность. Да. И то, что вот язык являлся древний, ну, очень древний. И также где-то на интервью вы сказали, что от этого языка очень много языков вообще зародились. Да. То есть
Это тоже один из... Если сравнивать в топе древних языков, то мы туда тоже входим. Ну, сложно сказать, я не смотрел с этой точки зрения. Я могу только сказать, когда вот употребляют такой термин архоно-енисейская письменность, это не совсем корректный термин, потому что целый ряд серьезных ученых разделяет эту письменность как енисейскую и архонскую, что это не совсем одно и то же. Некоторые наиболее смело говорят, что это разные языки, а енисейскую письменность относится к более древней, что примерно на 2 века она появилась раньше по сравнению с архонской. И более того, что енисейская письменность — это и есть киргизская письменность. Да, тем более, что она очень схожа с салазской письменностью. Ну, те памятники, которые нашли на Таласе, как бы примерно одно и то же. Это то, о чем мы с вами говорили в начале нашего разговора, что это было единое геополитическое пространство, где вот эти народы, они расселялись. И это был один большой такой дом. Просто когда население росло, они в разные стороны расходились, как бы так. И все было больше и больше. Почему этот вопрос? Просто часто наш язык приписывают к туркоязычным, то есть то, что это все Да. оттуда вышло. Но, по сути, это же, получается, древнее, чем туркоязычный. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что такое туркоязычность, если честно сказать. Я как не пытался разобраться, потому что мы же с вами говорили, да, в науке как, прежде чем о чем-то говорить, надо дать определение понятия. Я тоже говорю, дайте определение понятия. Я же ничего не требую, ничего не отрицаю. Просто как ученый к другим ученым дайте определение понятия. Это что такое? Тюркский язык — это был прародитель всех тюркских так называемых языков, да? Но самое это интересное, что никто не может доказать наличие этого протоязыка или праязыка. Я со школьных времен тоже это не понимаю. Вот почему... Ну, это просто так, когда вот все собираются, начинают говорить, потому что наука — это ведь не только открытие, да, чего-то нового, да, интересного, а наука — это еще зарплата, регалии, ордена, медали, освоение средств. Политика. Ну, не только политика, как бы просто личные корыстные интересы, когда люди начали о чем-то писать. Вот эта вот тема по поводу тюркских языков, она возникла ведь не так давно, на самом деле. Ну, не то, что... Ну, буквально там, может, лет 100-150, как бы. Постоянно... У меня, кстати, в книге об этом есть. Была попытка создать единую классификацию тюркских языков. Общепризнанной классификации нет до сих пор. Есть такие, что там говорят, вот близко. Но так, чтобы все ученые говорили, что это вот так, вот так, вот так, ее нету. Просто нету. Вопрос, можно ли создать какое-то сообщество кыргызскоязычных? Я побуждаю, я вот разговаривал с философами, вернее, с филологами, и я говорю, не пора ли уже замахнуться и создать как бы собственную классификацию? Семья, ну, киргизоязычная семья, как бы вот так вот. Интересно, сколько языков тут может ходить примерно? Порядка 20-25. 25? Да. Серьезно? Так много языков? Да. Ну, по крайней мере, по мнению филологов, языковедов, кыргызов. Те, которые всю свою жизнь положили изучением языка, и они так говорят. У меня целый подкаст удивлений. Так, мне надо... Это требует, как бы, конечно, дальнейшего обобщения, систематизации. Мы же как не говорим, что это именно так, да? Это как рабочая версия, которая требует дальнейшего изучения. Но это как бы очень серьезный такой подход. Ко мне на презентацию в Новосибирске приехали ученые, специалисты с Института филологии Сибирского отделения Академии наук и попросили мне подписать книгу для тюркологов, так сказать, института. Я с большим удовольствием подписал. Вот это ход был, конечно. Ну, почему? Нормальный ход, как бы. У меня же нету никакого противопоказания. Это вполне как бы... Просто мы говорим, история — это наука доказательная. Ты выдвигаешь тезис, будь добр, его докажи. Не просто так, что вот я думаю, что это вот так. Ну, то, что ты думаешь, это твое личное дело, как бы никого не интересует. И когда мы разговаривались с коллегами, с филологами, они говорят, так нет, у нас уже давно считают, что это разные языки. Я говорю, а почему тогда называется вот один таким термином? Говорит, ну, так просто принято для удобства, вроде того. Ну, не более того. Окей. Про символику. То есть я помню, что это какие-то... Ну, символика существовала. У нас была тоже своя символика. Ну, по некоторым источникам, чтобы был алый флаг. Ну, то есть похожий на... Современный. Да. Я не уверен по поводу солнца и лучей,
Но то, что там был красный стяг, и у правителя был еще отдельный штандарт, ну, когда на войну надо было идти, символика была, да. Ну, вот красный флаг, алое знамя. М. У вас, видите, ассоциации с вашим знанием, да, а у меня, например, другие ассоциации, что там были советская Россия, большевики, значит, с красным флагом. Я Вы там, так далеко? я так не сакранизировал, говорю, князь под красным флагом шел в бой, потому что несколько такая другая ситуация. Ага. Вы говорили, что была какая-то торговля. Да, конечно. Чем ну, то есть, если мы вспоминаем великие какие-то цивилизации, то они всегда были чем-то известны, они что-то делали лучше всех. Уникальное торговое предложение. Уникальное торговое предложение. Я вас, давайте, тоже похвалю, очень классно. Мне облегчайте мою задачу, задавать вопросы. Так, это мы уже давно все забыли, то, что другие еще разжевывают. Чем торговали киргизы и что привлекало? Да, с разных сторон. Было целый ряд таких уникальных вещей. Первое — это мускус. Мускус — это производство, ну, вот, заготовка для благовоний, для вот Типа всякие там духов, что ли? духи, да, что такое. Вот восточные, они все славились тем, что это было благовоние определенное, как бы происходили там. Мгм. Мисвак, да, у них тоже, да. И у Как нас это сейчас называется там? Господи. туалетная вода. Ну, что-то наподобие, да, Ага. но оно так не называлось, как бы. Для этого должны быть определенные ферменты, как бы заготовки. Это считалось, что вот пользовалась спросом на Тибете, производили, говорит, ну, киргизская, она отличалась как бы в лучшую сторону. Это первое. Второе, это, конечно, изделия из металла. Извините, я на музыку сейчас остановлюсь. Его можно где-то пощупать, посмотреть, понюхать? Ну, сложно сказать, я Сейчас, где-то работаю. Ну, наверное, есть как бы низ. если у вас есть выход, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу, Да. мне просто это интересно. Мы, историки, это ведь библиотечные черви, вот ковыряемся в источниках, как бы там. Да. Но я еще иногда беру рюкзак и езжу по всяким странам, регионам, чтобы своими глазами увидеть, потрогать, пощупать, как бы так. Я такой не кабинетный историк, я вот пока Вы книгу гибрид, написал. вы как кыргызы, то есть сначала были оседлым, потом стали... Да. Я, да, лежу на диване, никого не трогаю, а потом встал, рюкзак за плечи и поехал. Я проехал более 60 тысяч километров, пока эту книгу написал. 60 тысяч — это 1,5 раза вокруг земного шара. Это вы постоянно были в дороге, получается? Да. Так. Я где-то в дороге вечерами, ночами писал в гостинице. Я, Вот эти заготовки, все смотрю. я вот знаю, как научные люди подходят к работе. Я видел, как работал Аскар Хаич, да, когда у него в гостях был. Он там сутками мог сидеть и просто писать. Ну, это нормальное дело. Это для вас абсолютно нормальное дело. 10-12 часов в день — это без всякого, без выходных, без отпусков, это вполне как... Ну, вы должны понимать, как бы, у меня сейчас самый счастливый возраст, я пенсионер, у меня уже нет многих таких проблем, как бы, потребностей, из всех наслаждений, плотских и неплотских, остается только наука, все остальное уже неинтересно, все уже в прошлом, как бы так уже. Чему это все суета, так сказать, излишняя, так сказать. Остается только наука, это самосовершенствование, самопознание, это самое интересное. И в отличие, например, от коллег, которые работают в академических структурах, я знаю, что это такое, я потому что сам возглавлял академический институт, институт истории Сибирского отделения Академии наук. Я знаю, что это такое и как это, что такое академическая среда. Мне это очень хорошо известно. Это очень большая зависимость. Выбрать тему, согласовать тему, потом всякие ученые советы собираются, это куча дилетантов, которым морщат лоб, дают свои бестолковые советы, получают глупые ответы, проблемы с финансированием, поехать в командировку в архиве. У меня нет таких проблем, я это сам может по быть себе. еще зависимо, да, от чьих-то взглядов, это тоже влияет на работу. Ты сюда не лезь, эту тему бери, потому что писал там Иван Иванович, сюда не ходи, там писал Петр Петрович. Видать, выбирается такая тема, там как тень курицы влияет на ее походку.
что там никто, ну, условно говоря, исторический аспект, как бы, что там академик писал, а здесь доктор писал, тот обидится, этот обидится, никого трогать нельзя, как бы, и все. У меня нет таких проблем, нет таких вопросов, потому что в науке нет запретов никаких, и не может быть никаких запретов, так сказать. То же самое, как и нет авторитетов. Если человек занимает какую-то должность, да, то это для науки ничего не значит. Это есть административная должность, это не значит, что он крупный, известный там, авторитетный ученый. Он может быть просто хороший директор, хороший администратор. Менеджер. Кстати, академик — это тоже не степень, это звание, это просто голосование, где через всякие бюрократические приемы можно получить, как бы. Есть академик, у которых и работы-то нету, собственно говоря, но он академик, потому что в силу других так проходит. То есть это не критерий. Единственный критерий научной деятельности — это сама работа. Вот есть работа, либо ее нету. Когда говорят, вот там известный историк. Ну, что написал-то? Где? Ну, с этим проблемы, как бы. У нас, например, там придумали термин «организатор науки». Что такое? Какое это отношение? Получается, я организатор науки сегодня. Совершенно верно. Гениально, я бы добавил, как бы. Поздравьте меня с новым званием. Я организатор науки. Спасибо. Совершенно верно, да. Медаль какая-то, нужно что-то придумать. Ну, придумайте, можно погоны взять себе, что, какая разница. Давайте вернемся, я пока не забыл. Мускус. Первое. Вооружение. Например, изготавливали вот эти стрелы для стрел, наконечники для копий, панциря, что китайская армия закупала для своего вооружения, то есть на экспорт вооружения было. Это, по сути дела, было монопольное продление, это было самое лучшее оружие. Причем была такая баллистика, которая там пробивала все эти панцири, кольчуги. То есть ни у кого такого не было. Какая-то техника должна была что придумать. Это инженерная мысль была гениальная. Да. Я не побоюсь это слова, именно гениальная. Там еще много всяких отсылок до современности как бы происходит. Не буду сейчас об этом рассказывать, как бы там слишком проблемные такие вещи есть. Третье — это меха. Ну да, там холодно, значит. Не, ну там просто тайга, как бы граница, как бы это меха, как бы все происходило. Четвертое — это моржовая кость. Ну, клыки. Для ювелирных изделий, это как рукоятка для меча, для сабли, ну, как для богатых, там, для султанов, для ханов, как бы все это делается. Да. Но здесь вот вопрос очень интересный, как бы возникает. А где киргизы это брали? Моржовую кость. В источниках зафиксировано, даже в историографии там ученые переписывают друг у друга, ссылки друг на друга ставят. Это называют перекрестное опыление. В науке, так сказать, это друг на друга ссылки ставят, тем самым поднимает себе статус. А где брали-то его? На Енисее моржей не было. Это только моржи только Северный Ледовитый океан. Если взглянуть на карту, это примерно 2500 километров. Торговали они веками этой костью. Ну, там в том числе, скорее всего, были еще и бивни мамонтов, да, где там находили вот эти вот, ну, по сути дела, слоновая кость. Бивни мамонтов, их много тогда было. То есть логически можно подумать, что они добирались до... Логически можно подумать, что два пути всегда было. Либо военное завоевание, либо торговля, ну, миновая торговля. Скорее всего, это была вот такая торговля. Они веками закупали? Да, брали в обмен. В обмен. Что могли они представить северным людям, чего у них не было? Не было у них железа и изделий из металла. Котлы, какие-то чугунки, наконечники, рыболовные снасти и много еще чего, что требовалось. У них там металла не было, они его не могли добыть. Самое ближайшее для них — это как раз Минусинская котловина, где этого железа было завались, как бы, добывали. Прикольный обмен. Получили, перепродали. То есть чисто предприниматели? Ну, естественно. Высочайшие торговцы были. Киргизы были величайшие торговцы. Вот был такой киргизский путь, который из Минусы шел на юга и разными там окольными путями до Персии доходил. Еще в древности, так сказать, в самой глубокой. У нас очень большая часть аудитории предпринимательская, да, то есть для предпринимателей вот это у нас
В крови надо, тебе это мотивация, чтобы Да, еще больше продавать, да. да. Еще это все. Ну Ну, и там основные, мелочи, как там бы, да, железо и так далее, это ну, основные. железо, само собой, да, металл, как бы вот это вот. Это прям такой ходовой товар, который прям по всему миру. Мы говорим только об уникальном предложении, чего не было у других. Ну, мехами торговали в основном только вот. То есть, ну, если так подумать, финансовое положение тоже было вполне неплохим. И опять-таки правильный вопрос задаете, потому что, например, понимаете, здесь главный такой вопрос. А с чего это вдруг ни с того ни с сего возникло киргизское великодержавие? За счет чего? Вот за счет чего вдруг возникла такая крупная армия, да, Да, на это которой все все... финансировать деньги. Где взяли деньги? Ну, не деньги, а богатство, чтобы это можно было делать, там, ну, так сказать, капитал. Никаких, например, крупных завоевательных походов у них до этого не было. Никого они там особо так не покоряли, были кыштыми там подвольно. Но это мелочи так, по большому, на внутреннее содержание. А чего-то такого великого не было, и, по сути дела, мы можем прийти к выводу, что накопление было за счет вот местных ресурсов. А местные ресурсы — это как раз результат земледелия, металлургия и торговля. Я так То есть думаю, они, там еще можно еще дрова продавать. ну, кстати, и продавали. Но только березы продавали, скорее всего, кору продавали. Да, березовая трава, кора — это тоже был материал для вот торговли. То есть, Правильно, верно мыслить в этом направлении, да, то есть безусловно. благодаря торговле они вот деньги собирали, копили. Ну, не деньги, капитал. Ну, капитал, да. Да, Копили. условный. Там нельзя сказать, там монеты находили, конечно, китайские, но не так много, а собственной монеты не было. По бартеру. Да, но это называется меновая торговля. Да, ну, Когда договаривались там какой-то эквивалент, мы тебе шкурки, а ты нам чего-нибудь, а нам шелковые там ткани, условно говоря. Все в голове складывается, и, в принципе, уже в голове и картинка, все государство уже прорисовалось. А про население мы вроде не обсуждали. Население... По разным данным, население от 500 000 до 1 000 000 человек. 500 000 до 1 000 000. Это очень много было по тем временам. Опять же, может, вы сравните с кем-то... Ну, другие там... Вот если взять классификацию древних государств, там 4 категории, и они как раз попадают в крупные, вот древние крупные государства. То есть первая позиция в сравнении. Ну, как бы вот те классификации, которые ученые, которые занимаются именно этим, они сделали такую классификацию, а я с ней согласился. Так, теперь, наверное, вот к вопросам, которые нужно задать. Мы все поняли, это насколько великий крымский канат, какая огромная цивилизация, богатейшая история. Но до сих пор, типа, об этом не знают ни на Западе, ни в Европе, и мы сами об этом не знаем. Да? Вопрос, это из-за политических каких-то деяний, или это просто невозможно же настолько большую историю просто не заметить? Почему невозможно? Запросто. Ничего такого сложного. На первом месте я бы все-таки поставил это малая изученность. Малая изученность. Ну, потому что всегда должны быть субъекты заинтересованы в этом изучении. Вот основная масса этих источников, других, это вот на территории современной России, да, где сейчас проживают там другие народы. Например, на Алтае изучают там историю алтайцев. В Хакасии историю хакасов. В Туве историю, так сказать, тувинцев. Ну, понятно, да, что нет заинтересованного субъекта. Я думал, что есть в Кыргызстане. Начал искать историю академического Кыргызстана, не нашел. Даже здесь как бы такого заинтересованного субъекта трудно найти. И когда некоторые ученые говорят, что мы все это формируем в учебниках, но это некоторая степень лукавства. Потому что учебник — это не научное исследование, учебник — это плод компиляция. Компиляция — это неплохое слово, это вот просто фактура. Когда это другой берут, там, компилируют, как бы, выдают за учебник. Для нас, ну, для крымского народа, может быть, немного непонятно. Ну, то есть, я понимаю, но для большинства населения может быть непонятно, почему вдруг русский доктор наук взял и решился пройтись по истории Кыргызстана. Плюс, когда недавно Садур Нургаджоевич там сфоткался с вашей книги, выпустил, я даже слышу слухи, что она стала его любимой. У многих сложилась теория, то, что вот, понятно, Садыр Джапаров там профинансировал, украл, чтобы переписать историю, сделать нас великими.
Если бы мне заплатили, я бы, наверное, не отказался. К сожалению, мне никто денег не предлагал, не предлагает. Такая вот беда как бы. Да, Мне да, все я время обвиняют, там, от того деньги взял, от этого. Я говорю, даже как-то написал, говорю, господа, кто знает, где можно получить мою долю, которую все говорят, а то столько слухов, может быть, действительно кто-то выделил, до меня не дошло, кто-то заныкал, так сказать. Нет, никакого заказа не было, я даже, более того, я даже не знаю, как она попала к нему. Эта книга, вот просто не знаю, как бы. И если вы были слушали речь госсекретаря, да, он сказал, что есть у нас кое-какие каналы, мы сами знаем, как бы, как это достали. все было, как достали. Типа нет у нас там преград. То есть каким-то образом она попала, потому что для меня это было большое удивление. На самом деле, я на презентации говорил об этом, когда я увидел в Фейсбуке эту фотографию, мне прислали еще до презентации, потому что до презентации книги нельзя раздавать. А тут вдруг мне приходит эта фотография на мою страницу, где портрет президента с книгой, он читает. И я сразу написал, кто мне направил, что, ребята, не надо хулиганить. Я подумал, что это искусственный интеллект или фотошоп. Я говорю, это неправильно. Ну, президент, глава государства, ну, как-то это не... И мне, ну, зачем это вот эти все неприятности, как бы. Я тут ни при чем, но тем не менее, как бы это все. Мне говорят, да нет, это все правда. Ну, что, Виктор Иванович, обижаешь? Типа, я тогда решил перепроверить, как, ну, естественно, как бы зашел на сайт президента Киргизской республики, смотрю, да, действительно, есть фотография, чему я был сильно удивлен. Но я не могу сказать, как бы, конечно, это было довольно приятно, потому что формально получается таким образом, что еще до презентации, даже в Новосибирске, первым читателем моей книги стал президент Киргизской республики. Это довольно интересно. Да, многие не понимают мотива, то есть вас, то, что вы выпускаете книгу здесь, а многие могут здесь подумать, что здесь какая-то коммерческая цель, то есть, типа, продать побольше книг. Да, если даже все книги продать, ну сколько здесь можно продать? Ну, 1000 книг там продали, да? Ну вот сложите, например, там стоимость этой книги, потом вычтите оттуда Себестоимость. себестоимость, вот все мои командировки, сколько вы увидите, что это абсолютно затратный проект. Он не дает никакой коммерческой выгоды. Ну, просто, я даже не говорю, вот просто сами сидите, почитайте, посчитайте маленько, например, сколько стоит, например, одна поездка там из Новосибирска в Москву, да, чтобы там в архиве поработать там 2 недели, сколько стоит гостиница, сколько там проживания и так далее. И это все становится настолько очевидным, что получать какую-то прибыль якобы вот таких тиражей, это же научная литература. Ну, сколько там? Ну, 1000, ну, 2 там, ну, 3 продаж. Это капля в море. А От если, этого не разбогатеешь. если про ваш личный мотив, это, конечно, ну, как я понимаю, это оставить свой след, именно научный след своей работы. Что вообще, прям одно удовольствие сегодня получаю от вашей личной гениальности, как бы. Когда подходишь к определенному периоду жизни, ты понимаешь, что ничего не бывает вечного на этой земле, все мы уйдем, надо оставить какие-то следы, одежду истлеет, ее разорвут на тряпке, еда сгниет или ее съедят. Единственное, что может такое остаться, это либо произведение искусства, творчества, либо вот книги. Мои книги, они есть уже во многих библиотеках, не побоюсь этого слова, мира. Мои книги были переведены на целый ряд языков, кроме русского, на болгарский язык, на турецкий язык, на казахский, на киргизский, в разных странах, библиотеках, где люди читают. Смотрю, ну, может быть, это же не детектив, чтобы там всем зачитываться, но, тем не менее, как бы, все это есть, эти следы остаются. А потом не надо забывать, что для ученого, а я историк до мозга костей, очень важен сам факт или момент самопознания. Интересно, вот понимаете, это ведь очень круто, сделать то, чего никто до тебя не делал.
Вот понимаете, как бы, да, открыть цивилизацию. Ну, там уже можно соглашаться, не соглашаться, да, но я открыл цивилизацию. Вот Колумб открыл Америку, а я открыл цивилизацию. Вы можете там, ну, я условно говорю, вы, да, топать ногами, там, строить козьи рожи, там, еще чего-то. Ну, не нравится, сделайте лучше. Ну, по крайней мере, проверьте, где я не прав. Ну, просто сказать, вот там то-то, то. Ну, для этого должны сделать, изучить гораздо больше, чем я это изучил, как бы, а так я вот несколько лет изучаю. А это очень так действительно там говорит, ну, а какая еще мотивация? Я вот даже не могу представить, а какая может быть вот корыстная мотивация? В чем она может быть? Ну, я тут прекрасно все это понимаю. Я... Самая высшая награда, вот вы уже были на презентации, да? Да, да. Вот я сижу в зале, простой, как бы, сибирский парень со своей женой, сидим, выступает Моноща, выступает коллеги с Кыргызстана, потом ведущий объявляет меня, да, выйти на сцену. Что-то такого сложного дойти до сцены. Я встаю, иду туда, и в это время зал встает, весь зал встал, да, аплодировал. И когда я вышел, посмотрел на сцену, громадный зал, причем это же не детектив, я же там не какой-то там рок-звезда, да, я вот ученый, который пишу книги по истории, причем я пишу именно научную литературу, ну, в стилистике, в такой популярной для народа, чтобы они могли. И когда посмотрел в зал, это непередаваемые эмоции, Ваш общение. наркотик. Да, в каком-то плане. Ну, я, правда, не могу сказать, я наркотики никогда не потреблял. Ну, судя по описаниям, наверное, да. Потому что я прекрасно знаю, что у нас же есть своя конкуренция, да, среди там сибирских ученых, новосибирских, что, ну, наверное, никто такого не переживал, чтобы на презентацию пришло там почти 700 человек, причем без всякого административного ресурса, без нажима, без рекламы. Кстати, да. Объявление же было только в Фейсбуке, на моей страничке, что, где я говорил, ну вот я написал книжку. И какой-то рассылки между близкими людьми, и все. Да, ну то есть, кому интересно, приходите. Приходите, пообщаемся, что-то еще там. Ну, не забудьте там сказать друзьям, родственникам где-то еще. Вот и все. То есть ни копейки там в рекламу не было. У меня, во-первых, нет денег, чтобы там вкладывать там еще чего-то, как бы. Но, тем не менее, пришел почти полный зал, как бы там, да, 700 человек. Приехал госсекретарь. Я не знал, что он приедет. Вот я честно говорю, как бы, я удивился, потому что мы стоим на улице, я дышу свежим воздухом, мне надо было там отдышаться, как бы эмоционально выстроить там новую речь. Потом смотрю, коллеги, которые стояли по стойке, смирно выстроили, думаю, что это такое? Что такое? А вот подходит человек, руку протягивает, представляется, ну, здравствуйте, довольно неожиданно. Я не знал, что будет, я не думал, что кто-то... Я когда даже... Ну, просто не думал об этом, как бы. Не надо было, что люди придут, не придут, как бы их пришло больше, чем я рассчитывал. Реализовано было более 1000 книг. И когда там тот же профессор Конкабаев там рядышком сел, говорит, ему уже много лет, старшая возрастная группа молодежи, как и я тоже в эту группу уже вхожу. Он говорит, я за всю свою жизнь никогда такого не видел, что была такая очередь за автографами. Ну, разве это не мотивация? А потом ты сидишь, и жена такая вся от счастья млеет, что она увидела вот, наконец-то, муж там как признание там и прочее, как бы, да. А она жена, как бы, это что же очень важно, на самом деле. У нас, кстати, сегодня годовщина, 37 лет совместной жизни. Поздравляю вас. Да. А я тут с вами. А мы в плену держим. Захваченная аудитория. Плененная аудитория называется. У маркетологов. Я не вижу никаких других мотивов. Мне уже все, что можно было достичь, я уже достиг. Все, что можно было потерять, я уже потерял. И потребностей уже особых нету. Понимаете, когда по молодости хотелось, например, ну, там, из продуктов питания, того, всего, 5-го, 10-го. Сейчас, например, есть возможность, но уже по здоровью нельзя. Врачи говорят, тебе это нельзя, то нельзя, этого нельзя. Остается есть кашу, как больше ничего нельзя. Пить воду без сахара и много других таких моментов. Одежда, ну вот у меня висит там дома около 10 костюмов, которые я
некоторые уже годами не достаю, потому что у меня нет необходимости в этом. У меня самая удобная одежда — это джинсы, это вот свитерок, джемпер, да, и вот у меня нет... Я не любитель светских каких-то мероприятий, каких-то тусовок. Я предпочитаю такие узкие доверительные отношения, компания, где приятный разговор, еще что-то такое. Все остальное у меня уже позади. Карьера у меня позади. Я много чего там добился, как бы, с точки зрения региона. И есть еще одна теория, да, которую я вот, где я в Фейсбуке, наверное, прочитал, пишут о том, что это политическая, это политический ход привести русского историка, то, что это русский историк пишет нам кыргызам. То есть такие хейтеры тоже есть. Не, ну, русский, я что должен сделать? Национальность поменять или что, как бы, ну, вряд ли у меня это получится. И вот это вообще очень большая глупость, как бы, когда люди не знают, к чему прикопаться, да, они начинают придумывать. А кто должен писать историю древнего, например, Египта? Древние египтяне или кто? Древние египтяне. Да. Древние римляне, да, или кто, как бы, вообще. Всю историю, как бы, Востока писали англичане, французы. Почему к ним вопросов-то нет, собственно говоря? А какие у вас вопросы могут быть, например, к Бартольду? Ну да. Ну так, к Радлову, к Малову, которые доказывали о наличии киргизской письменности. Радлов вообще создал, вернее, Бартольд создал концепцию, которая до сих пор там сохраняет свою научную актуальность. Наука, если это наука, она не национальна. Нет русской науки, нет киргизской науки, нет казахской науки. Наука, она либо есть, либо ее нет. А наука — это не что иное, исключительно как производство новых знаний. Есть новые знания — значит, это наука. Нет новых знаний — значит, это не наука. Это трёп подзаборный или еще что-то такое. И тут очень подходит этот глупый вопрос. Для чего нужно вообще тогда изучать историю? Историю для чего надо изучать? Да. История дает понимание о месте того или иного народа вообще в ходе, так сказать, всего мирового исторического процесса. Определить свое место, кто я, кто мы, откуда мы, часть чего я. Это не с точки зрения того, чтобы возвысить, например, там свой народ над другими, да? Вот вы эту фразу классно на презентации сказали, потому что у нас есть такой анекдот. Люди постоянно говорят, вот, Манас был таким, Барсбек. Ну, Манас, может, таким и был, а ты кто? Ну да, собственно говоря. Ну, это абсолютно логичный вопрос, как бы. Мы, конечно, должны брать опыт исторический, ну, как бы понимать свои корни. Но это, понимаете, как бы история — это как корни для дерева. Если корни обрубить, то дерево засохнет, и крона не будет никакой. Пышная крона, может, если у нее хорошая корневая система, ее понимает, как бы, что это такое. Ее питают, ее не убивают, как бы, понимает. Вот для самоидентификации. Ведь один из самых важных вопросов, что такое вообще этнос, что такое народ? Там много всяких критериев есть. Но самое главное — это наличие самосознания. Когда человек себя воспринимает, вот вы воспринимаете себя, я киргиз, да, я воспринимаю себя как я русский, хотя у меня в крови там такого понамешано, да, но самосознание у меня вот именно такое. То есть мы себя так осознаем. А чтобы самосознание было хорошим, нам нужно знать, что было до? Конечно. Надо знать свою историю своего народа. Все плюсы, минусы, не выдумывать, там, не придумывать. Вот мне когда начинают там выдумывать, да, что вот киргизы там и то, киргизы и сё. Я говорю, господи, бог ты мой, говорю, ну вот киргизская история, она настолько богата, интересна и глубока, она не нуждается ни в каких приписках, никаких мистификаций, фальсификаций, мифологизации. Вы почему-то, говорю, вместо того, чтобы изучать эту историю, начинаете что-то придумывать. Там какие-то вот несуразности абсолютно, которые, ну, не имеют доказательств, так скажем, мягко говоря. И в то время, когда вот надо изучить. Ну, вот понимаете, ну, что говорить. Вкратце, да, история киргизского народа вот в Сибири. 19 веков государственность. 19 веков. Правящая династия 13 веков. Но больше только вот японская династия. В большей мере нет таких.
долгоиграющей династией все это было. Это же основа, да, это показывает как бы систему государства, как государство строилось, как ваши предки как бы устраивали всю эту деятельность, за счет чего они выживали, собственно говоря, и выжили. И я вот в своей книге там и говорил, на презентации говорил, да, в моем понимании, кто такой киргиз, да, я не этнограф, не этнолог, да, судя по истории трагической, героической, что вот на самом деле, если так вот объективно говорить, киргизы должны были давно исчезнуть. После всех завоеваний, всех там вот катаклизмов, которые были, но они выжили. Вот я и говорю, да, что киргиз это означает неистребимый. Ну, я для себя как бы так определил, как история. Историческая точка зрения, я не знаю, там с точки зрения этнологии, это пусть они там сами разбираются. Но если смотреть, да, вот через призму вот этой всей истории, которую мы сегодня узнали, Да, совершенно верно, да. типа очень сильно подходит. Ну, Неистребимым. это хорошо, что вы меня поддерживаете в этом вопросе, это очень важно. Да, есть много теорий. Виктор Иванович, Что касается теорий, теории действительно разные. Более того, я хочу сказать, я ведь вовсе не претендую, что на истину последняя инстанция или на монополию. Любая книга ученого — это не более того, что это предложение к диалогу, к рассмотрению, к началу дискуссии как таковой. И я исхожу именно из этого. Когда там мне какие-то глупости приписывают, что вот когда я думаю, что вот только так, да ничего подобного. Ни я, ни другой серьезный ученый как бы такого себе просто позволить не могут, потому что это антинаучная позиция. Но это я не знаю там, кого в чем обвинять там. Поэтому да, это предложение. Появится кто-то другой, найдет там новые источники, ну, значит, надо будет дополнять, исправлять. И это нормально, как бы в этом ничего такого нету. Если будут анализировать мою книгу и найдут там какие-то теоретические ошибки или еще чего-то, я буду только благодарен. Потому что в конечном итоге мы все работаем, историки, на одну общую тему, на одну общую. Это наша история, ее совершенствование, это приближение к истине. К истине можно как это самое, бесконечно близко приближаться, но достичь ее нельзя. Это, говорит, правды много, у каждого своя правда, а истина она одна. И вот наша задача, мы приближаемся к истине. как раз-таки в поддержку, да, на самом деле, вашей работы я бы хотел сказать то, что книги, да, мы две книги особенно озвучили, это о князе Оленеке и цивилизации сибирских кыргызов. Вы всех можете приобрести по адресам и по номерам, которые мы укажем здесь в описании. Да? Каждая покупка это же будет вкладом. Ну, это, наверное, да, конечно. Сделайте вклад. Определенно. Я лично купил себе 3 экземпляра, подарки сделал и росписи получил. Поэтому и сам я обязательно прочитаю до конца. Как прочту, тоже свое мнение оставлю вам. Я думаю, это будет очень увлекательным. И вас призываю тоже к чтению. Это, во-первых, развивает свой ум. Во-вторых, это углубляет наше знание, потому что это история, основана на научных каких-то исследованиях. И мы будем больше понять своей истории. Вам хотел сказать огромное спасибо. Как думаете, сколько мы времени провели в разговоре? Не знаю, минут 30-40. 2 часа прошло. Меня жена сейчас убьет там. Я шучу. Виктор Иванович, да, вот огромное спасибо, что вы выделили свое время. Это была увлекательная беседа и разговор. В истории я так давно не погружался именно в историю. Буду рад теперь, буду знать. Вы в комментариях напишите, какой факт стал для вас самым удивительным из этого подкаста. И давайте так. Одному победителю я вот подарю книгу. Вот, это чисто будет от меня. Думаю, кто найдет самый удивительный факт, распишет, почему я соберет самое большое количество лайков, я пойду и подарю книгу. Встретимся. Если вы будете в Бишкеке, то тоже приглашаю на встречу, потому что Виктор Иванович улетает, да? В субботу. В субботу уже улетает. Если... Ну, тогда не успеем, к сожалению. Ну, как-нибудь в другой раз. Что, будем виртуально, так сказать, Маш. Да? Можем еще виртуально, там запись сейчас все позволяет, с телефона раз наговорил, как бы. Все, предложение получено. Проблем нет. Виктор Иванович, вам последнее слово, как это делается везде. Ну, большое спасибо, что пригласили. Я везде. Это такая интересная беседа, интересный ведущий. И я без всякой лести, как бы я много каких интервью давал, как бы могу сказать. Очень приятно было с вами побеседовать. Как бы аудитория, я так чувствую, вполне, судя по вашему куражу и азарту, я сам такой на кураже и азарте. Я хочу вам пожелать всего самого доброго, успехов
и в вашем лице молодежи Кыргызстана, и в целом кыргызскому народу. Я вот всегда на презентации говорю, что по моему глубокому убеждению, что народ с такой богатой и великой историей, которая была, да, прошлое, просто обречен иметь прекрасное будущее. И это все. На этом должен завершиться. Это был наш подкаст.